Привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы снова в Красном Затоне. Мы стартанули строительство вот такого большого дома параметрами 8 на 10. Сейчас у нас старт. Был забит железобетонный фундамент, сделали обвязочный венец, обвязали все сваи, видите? И сделали второй венец, который идет уже половой. Стройка началась. Бодро, очень бодро и очень четко. Вот где была черта карандаша, там и был сделан пропил. Очень профессионально. И следующий этап. Укладываем джутовый ватин. Большая работа, очень ответственная работа. Значит, у нас железобетонный фундамент 150 на 150. Дальше обвязочный брус. Посмотрите, какой мощный. Здесь уложено 2 слоя рубероида, как гидроизоляция. Чтобы влага, если будет подниматься по данному столбу, не воздействовала на брус и брус не гнил. Вся стыковка брусьев идет четко по центрам. В лапу вот таким образом мы не пропиливаем, потому что здесь идет ослабление, брус не ослабляем. Чисто на ребро. Ведь как нагрузка лучше держится? Вертикально или плашмя? Конечно, вертикально. То есть все должно быть надежно. Все четко. Дополнительно все усиливаем строительными скобами и усиленными уголками на жесткие глухари. Мощно. Вот посмотрите, как это выглядит. Ну, пластины, само собой. Видите, как четко все. Очень четко. Очень четко. Тут уже не смогу посмотреть. По центрам никаких стыковок в качестве экономии в воздухе быть не должно. Только на сваях. Посмотрите, какой мощный брус. Это брус 200 на 200. Мощь и надежность, которая принимает на себя всю массу дома и распределяет ее уже на сваи. Применяем вот такие мощные брусья. Дальше опять мощный 150 на 200. В который впиливаем половые балки пола. Вот сюда вставляется балка пола. Мощно тоже. Ну и пошли узловые элементы. Тоже обратите внимание, все под карандашик. Чертим, пилим. Возле каждого узлового элемента нагеля с 2 сторон. Здесь еще сделаем. Видите, мастера еще конопатят, чтобы было максимально герметично. Четко. Джутовый ватин. Прошитый, хороший. 6-8 миллиметров. Такой плотненький. Прекрасно. Вон нагеля утоплены. Все под карандашик. Нравится. Каждый элемент под карандашик. Каждый элемент сначала чертим, пилим. Каждый элемент чертим, пилим. Каждый элемент. Вот так вот.
чертим, пилим. Следы от карандаша есть. Четко. Каждый элемент чертим, пилим. Каждый элемент чертим, пилим. Каждый элемент чертим, пилим. Понимаете, да? Это подход. Это подход. И получается вот так герметично и четко. Многие строители в этом плане нас не очень любят. Потому что вот за такие четкие и очень плотные пропилы. Объясню. Это рука мастера. Это годами такой уровень набивается. И получается очень герметично, очень четко. Не каждый специалист, работающий в строительстве, так сможет. И они считают, что зазор должен быть для какой-то конопатки. Зачем? Зачем? Ну, есть поговорка для таких горе-строителей. Если бы не мог, плотник бы сдох. Шикарно. Шикарно. Работа идет бодро, очень хорошо. Здесь 1,5 дня работы. Все, что вы видите, это 1,5 дня работы. Вот это все. С учетом приемки материала, раскладки, распиловки. И многих сопутствующих работ с учетом вот пластин, уголков. 1,5 дня работы. Темпы у нас хорошие, качество очень хорошее. Ну вот, джутовый ватин. Вот так вот в мешках нагеля. Тоже готовые. Мы сами их не изготавливаем. У них уже нормальная геометрия, такая, как нам нужна. И длина, чтобы проходила в брусья и связывала брусья между собой. Сейчас покажу. Вот он слегка утапливается. Видите, да? То есть вот так вот он входит. Но это и скрепляет брус с предыдущим брусом. Но это большие брусья. Дальше идет 150 на 150. Это будет примерно вот так вот. Мощно, мощно, надежно. Вот прекрасный у нас дом с крылечком. Да? 8 на 10. Шикарный дом. План 1-го этажа. Мы заходим на крыльцо. Дальше тамбур, котельная, санузел, кухня. Вау, вау, вау. Сейчас все расскажу. А здесь мы будем раздеваться, да? Блин, как все продумано. А здесь будет лестничная площадка. Ничего не замечаете? Сейчас покажу. Сейчас покажу. Заходим на крыльцо. Крыльцо практичное, оно крытое. Мы можем спокойно зайти, атмосферные осадки за шиворот не падают, не капает снег, за шиворот не летит. Мы спокойно прошли в дом. Положили сумку, открыли дверь. Согласитесь, практично. Дальше. Тамбур. Теплый воздух при открывании наружной двери резко не выходит из дома, то есть тепло ваше не выходит. В доме сохраняется тепло. Плюс здесь минус 35, здесь плюс 24. Это очень большой диапазон температур. Следовательно, вы его проходите более мягко, благодаря тамбуру. Здесь грязная зона. С тамбура вы сразу заходите в котельную. Очень практично. Грязь не тащите в дом. Здесь уже чистая зона. Здесь прихожая. Вы здесь раздеваетесь. Видите? Специальная выемка. Разделье. Здесь гардероб. Дальше проходите в холл. Просторный санузел. Рядышком с котельной. И кухня. Кухня, санузел, котельная. Вся техническая часть по одной линии. Это очень практично, очень разумно. Дальше. Зал. Отдыхаем. Лестничная площадка на 2-й этаж. Под лестницей тоже можно много чего. Барахло всегда есть всякие. Коробки расположить, елку туда положить. И спальня. Это только 1-й этаж. Поднимаемся на 2-й этаж по лестнице. У нас спальня. Еще одна спальня, как вариант, да, или гардеробная, или кабинет, вот что хотите. Еще одна спальня, еще одна спальня. И оперативный санузел над санузлом на 1-м этаже. Тоже все практично. Заметьте, очень все практично и, главное, просто. Мне вот нравится. Нам подчас говорят, что вы такие несовременные, почему не строите там афреймы или барнхаусы. Ну, во-первых, это не наша прихоть, не мы решаем, что строить, а вы решаете, что строить. А во-вторых, мы строим чаще всего практичные, надежные, жизненные дома, где люди живут. И чем на самом деле проще дома и практичнее дома, тем комфортнее в них жить. Все, что я вам сейчас сказал, это очень комфортно для проживания. Это очень просто, с одной стороны, и, и до жути комфортно. Это очень классно. Начиная с параметров дома 8 на 10, это четное число. Пиломатериал тоже четный. То есть обрезков, отходов практически нету.
Это экономия по стоимости. То, что в вашем доме нет обрезков, пока вы его строите. Это экономно. Сама планировка очень правильная. Сам дом в 1,5 этажа, он тоже правилен. Ведь чем проще геометрия, даже сама кровля, она двухскатная, снег будет слетать на радость, задерживаться не будет и давить на конструкции не будет. Это же тоже правильно. Ведь в яндовах задерживается снег, неравномерно давит на кровлю, а следовательно на стены ниже. Тоже очень практично. Не надо лазить, чистить. Это тоже очень практично. И еще очень важный фактор. Наша жизнь. Она не останавливается, она меняется. Наши интересы в процессе жизни тоже меняются. И придет время, допустим, придет, оно придет когда-либо, через 10, 20, 30, 50 лет, но оно придет. И, допустим, вы захотите продать этот дом. Посмотрите на него. Условно, он же стандартный, он классический. Вы понимаете, что классика очень легко продается. Вот наши задумки фантастические, они не приветствуются другими людьми. А вот классика уходит на ура. То есть это инвестиции. Вы, вложив деньги в этот дом, вы не потеряете. 100% не потеряете. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, обращайтесь в компанию «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203, наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все расскажем, все покажем, посчитаем, предоставим. Будем рады построить вам дом вашей мечты. Пока-пока.